Это видео о судьбе якутского купца Винокурова Дмитрия Прокопьевича. Он родился в 1884 году, в местности Ярмонка, Якутской области. С 1910 года с женой, Слепцовой Анастасией Прокопьевной, проживал на Северном Сахалине, занимаясь оленеводством, торговлей, скупкой пушнины. За короткое время проживания в Сахалине Дмитрий Прокопьевич стал влиятельным, известным человеком в Сахалине. У них в 1913 году родилась дочка. Короткая информация о Сахалине, времен правления японцев в южной части Сахалина. В то время, после русско-японской войны с 1904 по 1905 годы, Сахалин был разделен на северный и южный по 50-й параллели. Северная часть Сахалина была российской, а южная часть принадлежала Японии и называлась Карафута. Затем в России начинается гражданская война, и с 1920 года весь Сахалин оказался под японским управлением. В Карафута, на Южном Сахалине, японцами была создана многоотраслевая хозяйственно-экономическая структура. Японцы построили здесь 9 бумажных заводов, которые, в свою очередь, стали градообразующими предприятиями для населения поселков Тамари, Чехова, Долинска, Макарова, Углегорска и Поронайска. Также заработала 21 шахта, общая добыча от предприятий составляла 1,5 миллиона тонн угля в год. Японцы отстроили 3 крупных морских порта – Маока, Отамари и Хонта. Между Отамари и Вакканаем осуществлялось паромное сообщение. С появлением экономических и социально значимых объектов росло и население Карафута, а вместе с ним – число домов и административных построек. До 1905 года на месте сегодняшнего Южно-Сахалинска находилось небольшое русское село Владимировка. Японцы решили построить на юге Сахалина город нового типа. Весной 1906 года на берегу реки Сусуя началось строительство нового японского поселения, расположенного неподалеку от южной окраины Старой Владимировки. 1 декабря 1906 года из Отамари в Новую Владимировку проложили железную дорогу и начали активное обустройство административного центра. В 23 августа 1908 года Новую Владимировку официально переименуют в Тойохара, что в переводе с японского означает «богатая долина». В феврале 1916 года начинается строительство бумагоделательного завода на севере городской зоны Тойохара. Завод заработал в январе 1917 года, эта дата положила начало промышленного развития Южного Сахалина. Проектная мощность фабрики составляла 48 тысяч тонн бумаги в год. При фабрике работал сульфитно-спиртовый завод мощностью 2800 литров в сутки. В Южном Сахалине был построен сахарный завод. Производственная мощность завода составляла 40 тысяч тонн сахарной свеклы в год. В 1911 году был построен перегонный завод. Предприятие выпускало древесный уголь, скипидар и этиловый спирт гидролизным методом, в вакуумы. В городе Тойохара действовали 2 кирпичных завода мощностью 16 миллионов кирпичей в год. В переработку древесины осуществляли 6 лесозаводов. Работали 13 предприятий пищевой промышленности, 3 завода по производству японского алкоголя, 2 завода по производству соевой пасты, 2 мельницы, рисорушка, рефрижератор, консервный и мясообрабатывающие заводы. Кроме этого, в Тойохара работали паровозо-ремонтные мастерские, 2 кожевенных завода. На привозном сырье действовала фабрика резиновой обуви, выпускавшая до 7800 пар обуви в месяц. На жире Нерпы работал мыловаренный завод с производительностью 8 тонн мыла в месяц. В городе имелись 2 электростанции мощностью 4120 кВт, автоматическая телефонная станция, обслуживала 1800 абонентов, и были построены 2 кинотеатра. С развитием экономики в Тойохара стали развивать и банковское дело. Так, компанией Энда Гуми было построено здание Тойохарского отделения банка Хоккайдо Токусёку Гинко. Японцами было построено здание краеведческого музея, а также много было построено административных зданий и жилых домов. В Тойохара находилось 7237 домов, из которых 124 были административными и общественными зданиями. Было возведено 7 зданий почт, 12 полицейских участков, 11 школ, 12 сооружений, относящихся к управлению железной дороги, 9 храмов, 11 промышленных предприятий, 7 военных объектов, 27 магазинов.
1925 году, вскоре после возвращения Северного Сахалина в состав Советского Союза, оттуда в южную часть острова переехало значительное число жителей. В этом же году Винокуров эмигрировал с семьей в Южный Сахалин, в Карафута. В апреле 1925 года уполномоченный Плюточ из села Рыковское сообщил, что крупный купец, якут Винокуров, заставил тунгусов перекочевать в пустынный район, граничивший с Южным Сахалином, и пересек границу. И еще одно донесение 1926 года. Яростный враг советской власти, контрабандист Винокуров, к концу 1925 года сколотил банду в 100 сабель. Захватив награбленную у местного населения пушнину и более 1500 оленей, она скрылась в тайге, намереваясь прорваться через границу. На поиск и ликвидацию вооруженной банды отправилась группа пограничников под командой начальника Рязанова. Бойцы пограничной службы Красной Армии обнаружили банду и начали ее преследование. В начале февраля 1926 года банда была настигнута и уничтожена. После захвата пограничниками отряда Винокурова, в 1926 году на Сахалине, Винокурова освободили и отправили на японскую сторону. Как видим из донесений, Винокуров весной 1925 года эмигрировал в Южный Сахалин, а осенью с группой ивенков в 100 сабель пересек границу и пытался переправить товар на южную сторону, и был схвачен пограничниками, был завербован НКВД и отправлен на японскую сторону. В городе Сикука, на острове Атасу, ныне остров Северный, при поддержке Винокурова, японскими властями была обустроена национальная деревня Нивхов и Уита, ставшая одним из туристических центров Карафута. Винокуров и его семья встречали на острове Атасу высокопоставленных японских чиновников, многочисленных туристов, ученых, журналистов. Японцы говорили: если вы не были у Винокурова, значит вы не были на Карафута. Винокуров наладил связи с высоко поставленными военными и чиновниками Японии. В Карафуте в то время, не считая японцев, проживали 19 760 корейцев, 1272 айну, 287 ультов, 140 русских, 104 китайца, 97 нивхов, а также поляки, эвенки, ульчи. Известно, что Винокуров часто бывал в Токио, где встречался с японскими политиками и военными. В 1938 году властям Карафута стало известно, что Винокуров работает на советскую разведку. Так как никакой информации от него НКВД не получал, он стал ненужным советским спецслужбам. В 1938 году был арестован и до 1940 года содержался в тюрьме Тойохара, ныне город Южно-Сахалинск. В 1940 году был освобожден, благодаря высокопоставленным знакомым среди японцев. После выхода из тюрьмы проживал в городе Сикука, ныне город Поронайск. В 1942 году Винокуров умер. Дело его продолжила дочь Варвара. У семьи Винокуровых было две дочери, Варвара и Александра. Александра была 1913 года рождения, но рано умерла. Варвара жила в Поронайске и до 1945 года, как и отец, занималась оленеводством. После прихода советской власти, в 1945 году, все имущество и олени были конфискованы. Известно, что она жила в Южно-Сахалинске и в Поронайске. У помощника Винокурова Терентия Петрова, тоже якута, родом из Нахары, были конфискованы все имущество и олени и сослали в лагерь Тайшет на 10 лет. Терентий Петров выжил в лагере и вернулся в Сахалин. Его сын Михаил Петров сейчас живет в Поронайске. В 24 апреля 2014 года в Сахалинском областном краеведческом музее состоялась презентация второго, дополненного издания книги «Атасу. Общественно-политические очерки» Николая Васильевича Вишневского, сахалинского историка и краеведа, подготовленной на основе документальных материалов и воспоминаний очевидцев, воссоздал малоизвестные страницы истории Сахалина. Николай Васильевич Вишневский в своей книге пишет о жизни купца Винокурова, о его деятельности в развитии поселка Атасу. К сожалению, сохранилось очень мало достоверной информации о Дмитрии Прокопьевиче и о судьбе его семьи. Неизвестно даже, где он был похоронен. В 2019 году в ноябре в Поронайске побывали Медина Кангаласы, земляки Дмитрия Винокурова, Иннокентий Яковлев, Дмитрий Аргунов и Евгений Копырин. В
фонд музея Поронайска они передали мешочек с землей из родного Аласа купца, которую они везли в надежде отыскать могилу Винокурова. Личность Дмитрия Винокурова, на первый взгляд, весьма неоднозначна в силу отсутствия объективных сведений, практически весь его образ собран из догадок, домыслов и недостоверных фактов. Как признают сами сахалинцы, в этом вопросе нужно провести комплексную совместную работу с представителями Якутии.